мы ўспрымаем слово онкологія альбо слово рак як невядома што, і это рак это равно смерць. Насамрэч рак вельмі добра лікуецца, і онкалогія гэта пра тое, каб глядзець за сабой. Каб разумець, якім стане знаходжуся я, маё здароўе, моя псіхіка. Зразумела, што пасля падзей 2020 года многім з нас было не да гэтага і зараз не да гэтага, але гэта не скідвае, а, напэўна, наадварот, мусіць нас задумвацца пра адказнасць перад самімі сабой за сваё здароўе. Калі 2 гады таму, амаль 3 ўжо я пісала пра тое, як у дзяўчат абнаружылі рак, гэта было вельмі страшна. Але пасля гэтага, вот яны трошки казалі ў Фейсбуку, але нехта тыя, хто не быў іх блізкімі сябрамі і не ведаў. І я подумала, што часта бывае так, што нібыта выздаравела і ўсё. І нібыта нічога не было. А гэта не так. Бо хвароба, як я бачу па дзяўчатах, вельмі моцна змяняе жыццё. І прымушае нават задумацца над сваім жыццём, незалежна ад таго, ці хварэеш ты, ці не хварэеш, ці было ў цябе такое ў блізкіх, ці не было. Проста падумаць пра сваё жыццё. І вось гэтую гісторыю, яе працяг, тое, што яна ідзе, жыццё ідзе, і дзяўчаты далей працуюць і жывуць ужо іншае трохі жыццё, мне хотелось вельмі рассказать, просто по-человечему. В принципе, это для женщин очень важная тема, о которой, как и говорил врач, мы крайне редко задумываемся, потому что мы крайне редко как-то вспомнить о себе и о каком-то самообследовании, но это прям вообще последнее в списке, как правило. А в списке столько пунктов, что это можно и вообще до этого никогда может не дойти. Поэтому да, когда лишнее напоминание есть об этой теме, ты как-то ее дослушиваешь до конца, потому что ты вспоминаешь, что это действительно важно. И во всем свете, да, кастрычнік ён обозначены як міжнародны месяц профилактики рака молочных желез. Але я б хотела сказать, что это не только про кастрычнік. Мы мусим навучиться тому, что это про ведать себе, ведать свое тело и нести ответственность за свое здоровье. Здесь очень позитивные рассказы. В моей жизни еще есть, скажем, пару человек. Хорошо, когда эти люди начали делиться. Потому что сначала, когда ты в Фейсбуке там читаешь, ты думаешь, упс, сегодняшний день, получается, рак не приговор. Это умение. Хорошо здесь заострили внимание, спасибо Кате Пытлевой, про психолога. И онкопсихологи, вероятно, это что-то такое новое. Вообще могу сказать, что, к сожалению, людей из Беларуси работа с психологами, с психотерапевтами очень редкое явление. Нету культуры работы со своей, скажем, душой, головой. Болезнь всегда является частью нашей жизни. Но если мы научились жить с простудой, если мы научились удалять аппендицит, от которого раньше умирали, да, или там умирали при родах в громадном количестве люди, просто такое явление. То есть с этим, когда мы это пережили, мы научились жить. И я бы еще хотела сказать, что онкология – это про такое радикальное изменение своего подходу до життя пасля перенесенной хваробы. Тело, оно там змагається по-своему, а душа, она пасля вот этого всего, она переутваряется и починает глядеть на життя по-іншому. Естественно, сам фильм меня просто, как я эстет, я люблю все красивое. Картинка фильма – это просто что-то магическое. Потому что как это подано, это очень эстетично. Девушки сами очень эстетичные, и действительно очень интересно они рассказали. И да, то, что я отметила для себя, то есть какой разный подход у каждой из девушек, именно к пережитому, какое-то, что они вынесли для себя и что они видят впереди. То есть одна видит, что может быть еще хуже, и это, то есть, как-то так немножко печалит, потому что действительно человек явно очень сильный, очень внутренне богатый, и очень печально, что так она, то есть она видит в темных красках будущее. А вторая, да, как-то у нее действительно, возможно, именно работа с психологом, она действительно работает, потому что она видит это все иначе, она видит, что все не закончено, все может быть лучше, что это, наоборот, толчок к тому, чтобы почувствовать вкус жизни. И как она правильно сказала, замедлиться. А замедлиться это про это, переосмыслить список, возможно, поставить себя на первое место, свои чувства, свою жизнь. Поэтому меня это зацепило, и я все дослушала, и мне было очень интересно.
как сказал изначально мой муж, что девочкам повезло действительно. Ну, пережить такое, это, конечно, не каждому подвластно. У некоторых и психика подрывается, и все. Я в свое время тоже пережила онкологию в 33 года, но у меня был вариант, мне вырезали матку и правый яичник. И вот все эти эмоции пережила я. Поэтому, да, девочкам повезло. Выжила я, выжили они. Вот в этом плане. Психологически они сильные девочки. Ну, мы, женщины, все психологически сильные. Сильнее мужчин. Ну, а остальное пускай муж скажет. А что я скажу? Единственное, что с нашей, вот со стороны мужчин, это просто поддержка нужна для женщины, попавшей в данную ситуацию. Да. Вот, и не оставлять одну. Таму я ожидаю кожнаму тут сабраўшыхся, хто нас будзе глядзець, здароўя, адказнасці за сябе, за сваіх родных у тым, каб яны навучыліся. Вот это вот навучыцца, это, мне падаецца, галоўнае і ключавы такі момант, які бы для нас, беларусаў, значна паменшыў бы колькасць вот этих захворванняў.